том, что случилось в Астраханском цирке 10 лет назад, вспоминает до сих пор. В выходной день шло обычное представление. Дрессированные медведи были гвоздем программы. В первых рядах дети, которые пришли с родителями, и дети из городского интерната, инвалиды, которых привезли организованно. Ничто не предвещало беды. И вдруг все произошло неожиданно. Никто не ожидал, что медведь может броситься на человека, но это случилось. На ведущей было буа, завернуто и свисало до самого низа. Как только включили фонограмму, открывается занавес, появляется два здоровенных медведя. Сквозняком срабатывает буа, и медведь лапой сбивает инспектора манежа на пол, садится на нее, и происходит трагедия. Непредсказуемая трагедия, страшная трагедия. Идут секунды, считанные секунды. Здесь находились дети с костылями. Эти костыли ассистенты хватают, бьют по медведю. Медведь понять ничего не может, что происходит. Второй медведь стоит вот здесь. Паника в зрительном зале. Зрители стали покидать зрительный зал. Часть зрителей подкрывают и смотрят, тишина полная, фонограмма выключена. Кто-то в один проход, второй. Появляется человек, стреляет, делает 2 выстрела. Этим человеком был генерал Мурат Зязиков, который в то время работал в Астрахани. Впрочем, о том, что произошло на арене потом, речь впереди. Заметим лишь, что будущий глава республики был единственным из всех, кто взял на себя главную роль в финале разыгравшейся драмы. И эта роль потребовала от него профессионализма, мужества, молниеносной реакции. Когда в цирке сложилась тяжелая ситуация, многие другие мужчины, они растерялись, даже в форме, даже стабильным оружием. А Мурат Зязиков, он не растерялся, он быстро сообразил, что нужно делать, принял решение, пересек барьер и расстрелял медведя, тем самым спас женщину. Если бы не Мурат Зязиков, который оказался рядом, этой женщины просто бы не стало. Вот это показывает его с другой стороны, как мужественного человека. С одной стороны, он такой добрый, хлебосольный, с другой стороны, очень мужественный, который быстро может принять решение. Так получалось с самого детства. Он оказывался рядом с теми, кому была нужна его помощь. Если он видит, что обижает слабого, это было на улице. И даже он, посильнее его внешне, он, тем не менее, без оглядки кидался и кого-то защищал, если видел, что наиболее слабый человек, которого обижает более сильный. Вообще, играть мускулами не его стиль. А вот прибавить 0 к своим 50 годам и, получив цифру 500, поставить собственный рекорд на тренажере вполне в духе Мурата Зязикова. Сколько раз под силу? 500 раз. С перерывами. Президент, который там на больничном, на таблетках, это уже не то. Это уже не созидание, это уже не работа. Вот. Я вам скажу, что за последние 6 лет, неполных 6 лет, я не знаю, что такое там выходные, что такое больничные, что такое отпуск. Мой отпуск, он весь, в основном я его провожу в горной части Ингушетии. День, проведенный в горной части Ингушетии, он равносилен 3 месяцам отпуска, там, скажем, в Баден-Бадене или там, на каких-то лыжных курортах. Потому что очень красиво, очень такое самобытное и по климатическим условиям, и по природным, по красоте очень красивое место Приволжска. Конечно, сказочной по своей красоте природа Ингушетии с ее башнями, словно выросшими из глубины веков, не терпит суеты. Но на размышления о неприходящих ценностях бытия времени нет. Хорошо бы остановиться, сбавить темп, но надо бегом. Быстрее и еще быстрее. Так было задумано 5 лет назад, когда вместе с всенародно избранным президентом республика вышла на старт. Скорость добавляется. То есть это движение и республики. Потому что если кому-то надо за год что-то делать, а нам надо это делать за месяц. Главное выдержать, не сорвать дыхание и обязательно побеждать, как в детстве, когда сам занимался спортом, играл со сверстниками в футбол. Теперь он сам дарит подарки совсем молодым, но уже вполне заслуженным спортсменам, ингушским футболистам из самой, пожалуй, знаменитой республики команды «Эрзи». В переводе значит «Орел». Маленькие орлята – чемпионы России и мира по юношескому мини-футболу.
Несмотря на свой возраст, они доказали, что в футбол можно играть хорошо. И, конечно, приятно, если твои достижения в спорте не остаются без внимания президента республики. Ингушетия становится кузницей кадров Олимпийского резерва. А совсем недавно президент снова принимал победителей. Этим ребятам немного лет, но они уже научились проявлять волю к победе, твердый характер, желание во что бы то ни стало побеждать, быть первыми. И они ими стали лучшими из лучших. Кадеты Горского кадетского корпуса заняли на смотре кадетских корпусов России первое место. А юные спортсмены стали победителями всероссийского турнира по мини-футболу «Честная игра», проходившем в Пензе. Вот что очень отрадно для всех нас, для любого жителя Ингушетии, нашей многонациональной Ингушетии, то, что наши дети, наши спортсмены юные, вот за этих последних 6 лет они трижды становятся лучшими в Южном федеральном округе и лучшими в России, и представляют Россию на международных соревнованиях. Так произошло и вот в этом году. А ведь в конкурсе участвовали 46 команд из 39 регионов страны. Всем кадетам и футболистам и их наставникам были вручены ценные подарки и денежные премии. Мурат, я еще обращаюсь к тебе с благодарностью и с уважением. И знаю, что благодаря тому, что ты президент такой важной республики, ты уделяешь большое внимание детскому спорту. И то, что твои орлы обыгрывают всех в мире и в Европе, это первый показатель. Я знаю твою заботу о детях, а это будущие чемпионы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Судя по настроению президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева, Ингушетия – перспективный для российского спорта регион. И потому недавнее предложение Мурата Зязикова провести в Ингушетии летние Олимпийские игры было встречено с пониманием. Это вовсе не ход конем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Кстати, их приток в республику за последние годы резко увеличился. Просто президент уверен в экономическом потенциале своей республики и ее гостеприимстве. У него своя стратегия успеха. Бывают популярные, но такие временные какие-то меры, которые можно сказать: о, какой хороший. Но он отсекает это взамен того, что есть впереди большое стратегическое, общее благоденствие для народа. У нас то, что у другого руководителя, может быть, спокойно пройдет, у нас может не пройти. Это нужно вдвойне, втройне сделать больше, для того, чтобы человек сказал: слушай, а действительно он, оказывается, что-то сделал. Его даже взять, вот, к примеру, то, что газификации вот в республике. Я когда это узнал, я поразился. У нас, развитых республик, этого еще до конца не сделано. Об этом мы только можем все мечтать. Не все великие державы смогли это сделать. Он это сделал. То, что он, вот сейчас даже вот никто не обращает внимания, то, что он вступил в эту международную ассамблею. Это вроде бы незаметное такое. Ну, вступил. А какие последствия будет дальше? Вот то, через 5-10 лет мы поймем это, что это было правильно сделано, что это было предвидено. Вот я и говорю, что он чем отличается? Тем, что он вперед предвидит. Вступление Ингушетии в 2002 году в Ассамблею европейских регионов, штаб-квартира которой находится в Страсбурге, обозреватели расценили как политическое признание Ингушетии в мире, что дало возможность республике вести прямой диалог с европейскими партнерами. Целью же первых хозяйственных проектов президента Ингушетии стало развитие социальной инфраструктуры. И в первые годы президентского правления Мурата Зязикова были газифицированы абсолютно все населенные пункты. Как непревзойденный результат расценил это достижение кандидат в президенты России Дмитрий Медведев. За последние годы 100% территории республики было газифицировано. Это непревзойденный результат. Причем сделано это было не за счет вот этой общей программы газификации, а за счет внутренних источников. Что это означает? Это означает, что руководство республики поставило в качестве приоритета решение этой задачи.
и решила ее. Еще одно приятное и долгожданное событие для жителей Ингушетии. В аэропорту Магаз приземлился первый ингушский самолет Ту-134. Первых пассажиров тепло встречали представители руководства республики и общественности. Это первый самолет, который был передан в собственность Ингушетии правительством Российской Федерации по ходатайству президента Мурата Зязикова. Машина имеет трехкратный запас прочности и по авиационным меркам считается практически новой, так как налетала только 15% от своего ресурса. Салон рассчитан на 68 мест. Самолет будет совершать ежедневные рейсы Ингушетия-Москва, а обслуживать их будет известная авиакомпания «Космос». Перевозки пассажиров могут осуществляться в течение 20 лет. Самолет новый, прямо чувствуется запах завода, вот что он с завода пришел, новенький, хороший, свежий самолет. Хотим пожелать вашему народу, кавказскому народу, счастья, удачи и мир на вашей земле. Самолет прекрасный. В конце года планируется ввести в эксплуатацию еще один аналогичный самолет, который сейчас находится на переоборудовании в Ростове. С появлением своего самолета билет стал стоить значительно дешевле, чем раньше. Большому кораблю большое плавание. Корабль под названием «Ингушетия» на видном месте в доме президента. Это такой ингушский многонациональный корабль, который идет уверенным курсом. И пристань, вечная пристань, это Россия и Ингушетия. Я помню, как начиналась его политическая жизнь. И тогда, конечно же, каждый, кто его поздравлял, задавал себе вопрос, как все это получится, как он примет республику и сможет ли он этот корабль вести. На мой взгляд, сегодня ответ на вопрос существует. Он стал лидером республики, он сегодня один из видных российских политиков. У него очень незавидная судьба, потому что регион неспокойный и тяжелый, не его вина в этом, так получилось, но это вдвойне заставляет лидера республики каждый день решать задачи, которые ставит жизнь, и задачи совершенно нестандартные, не трафаретные. Мне кажется, что у него получается, мне кажется, что он сегодня сформировал ту опору, которая позволяет ему быть достойным лидером республики, и я просто хочу ему сказать: Мурат, вперед, держись. Я имею право, по восточным понятиям я постарше тебя, поэтому имею право так говорить. Держись, вот тебе моя рука, если нужно, опирайся. В своей жизни Мурат Зязиков больше привык рассчитывать на собственные силы. Когда поступал на исторический факультет Грозненского университета, потом служил в армии, стал генералом, возглавил республику. Вот. Ну, на Кавказе у нас носят вот такие бурки. В роду президента Ингушетии есть и полные георгиевские кавалеры, и просветители, художники и писатели, офицеры и ученые. Один из самых ярких лидеров ингушского народа, Идрис Зязиков, был первым руководителем Ингушской автономной области. Правда, его собирателя и родителя ингушской земли расстреляли по приказу отца народов. Это пример того беззаветного, самоотверженного служения своей родине, служения своему народу. Если брать первого руководителя Ингушетии, основателя ингушской государственности, то, конечно, у него очень трагическая судьба. Как и судьба целого народа, пережившего депортацию. Сам Мурат Магомедович – это очень такой основательный человек. Человек, который не делает что-то сгоряча. Вот эта основательность, я ему все время говорил и подчеркивал, говорю, что у тебя откуда-то она вот из древности идет, от рода, значит, вот это вот не спешить, всегда взвесить для принятия каких-то решений. Сам Мурат Зязиков родился в Киргизии, в городе Ош, куда были высланы его родители. Главная достопримечательность города, как и много веков назад, заметная отовсюду Сулейман-гора или Соломонова-гора. Еще это излюбленное место паломников называют троном Соломона. Согласно преданию, Бог подарил библейскому пророку Соломону каменный трон за мудрость и благочестие. А тот, усердно молившись, оставил вмятины от колен и лба на отполированной гранитной плите. Говорят, если по ней соскользнуть вниз на спине, то избавишься от плотских грехов, угнездившихся в пояснице.
А если со свода пещеры, по которой стекает вода, хотя бы капля упадет на голову, то тебя должны покинуть неправедные мысли, а сердце печаль. До сих пор не покидает печаль тех, кто пережил изгнание из родного дома. Сегодня дом, в котором поселились родители Мурата Зязикова, в том виде уже не сохранился. Его перестроили, а судьба развела родных братьев. У нас дистанция 3 года, но все-таки мы как-то по духу были всегда близки друг к другу. Особенно, когда я смотрю телевизор, честно говоря, мурашки по коже. Он настолько похож на отца. Это из нас, братьев, никто так не похож, я уже говорил. Это как будто отец живой. Детство я связываю с городом Грозным, с барсуками. Это, наверное, самое интересное, самое такое беззаботное время. На нашей улице жили люди всех национальностей. И мы не знали, кто какой национальности. Мы знали, хорошие люди, плохих и не было. Наши старики, вот я помню особенно моя бабушка, там бабушка вот этих моих друзей, с которыми мы учились в школе все вместе. Ну так вот, ну не очень хорошо могли говорить на русском языке. Вот они могли сидеть сутками разговаривать. Кто-то на чеченском, кто-то на русском, кто-то на ингушском, кто-то на армянском, там, на грузинском. Каждый на своем языке, вот они сидели часами, разговаривали, и они все друг друга понимали. Было такое очень доброе единение, наверное, пожалуй, то, что мы называем самым большим богатством в нашей стране, то, что мы многонациональны, многоконфессиональны, и тысячелетняя история в России. Много воды утекло с тех пор. У самого Мурата Зязикова уже 3 сыновей, племянники в Киргизии. И чем они становятся старше, тем дружнее, и расстояние тому не помеха. Особенно если традиции и культура общие. Должно быть чувство соревновательности, не зависти. Вот это ну, как бы вот у любого ребенка вот, в ингушской семье, оно воспитывается, этот своеобразный такой неписанный закон. Самое уродливое, самое плохое качество – это зависть. Отсюда все. И предательство, и недоброжелательность. В нашей семье, вот я и мои братья, мы всегда, мы знаем, что такое труд, и ничего легко не давалось. И я знаю, что от родителей моих, они говорили, что то, что легко дается, так же легко и теряется. Вот когда человек идет вот по какой-то дороге, и эта дорога, она сложная, непростая, она связана с какими-то трудностями, но он знает, что он идет правильно по этой дороге. И это намного ценнее и весомее. Не скрывают родственники и своего беспокойства за близкого им человека, которому не просто приходится, особенно последние 5 лет во главе республики. Народ Ингушетии отпраздновал 15-летие своей республики, самой молодой в Российской Федерации. Кстати, ингуши первыми из северокавказских народов официально соединились с Россией. Это был акт добровольного вхождения в состав государства российского. Произошло это событие почти 2,5 столетия назад. А вот самая первая запись дружеских контактов русских и ингушей была сделана еще в 1567 году. В то время Иван Грозный начал прокладывать дорогу на Кавказ. Кавказ всегда славился своими долгожителями. Но сегодня из всех республик именно в Ингушетии самая высокая продолжительность жизни, а средний возраст ее жителей 27 лет. Словом, вот она, молодость древнего края. У меня недавно родился внук, всего лишь 1. И я была очень счастлива. Я могу себе представить, как счастлив Мурат Магомедович тому, что в его республике рождается так много девчонок и мальчишек. Ведь это же очевидный прогресс. И все это благодаря тому, что вы, Мурат Магомедович, такой энергичный, такой любящий свою родину человек.
Они отдавали свои жизни за будущее детей, своего народа, своей страны. 4 долгих месяца продолжались ожесточенные бои под Малгобеком. Героическая оборона этого города вошла в анналы истории. В августе 1942 года фашистское наступление захлебнулось благодаря героизму и мужеству советских воинов, защищавших Северный Кавказ. И неважно, какой они были национальности, вместе они победили. А город Малгобек стал городом воинской славы. За беспримерный подвиг это почетное звание ему было присвоено указом президента России. Один из моих самых счастливейших дней – это то, что наш народ ждал почти 65 лет. В 1942 году город Малгобек получил орден Ленина за снабжение фронта нефтью. Представляете? И труженики тыла, и ополченцы, и армия вместе все защищали нашу страну. Малгобек, где погибло 120 тысяч человек, защищая Малгобек. Малгобек – это город, который остановил продвижение фашистов на Кавказе. В числе приглашенных в Кремль на торжественную церемонию, посвященную присвоению Малгобеку звания города воинской славы, был народный артист СССР Владимир Этуш. Он принимал участие в боях за город Малгобек. Мне лично это особенно дорого, потому что это завершает тот круг, который я прошел во время войны. Я был в Малгобеке, сказать, что я освобождал его, я не могу, но я был там именно, то есть я воевал, не думайте, что просто так вот. Я не артист там, я бросил эту профессию на это время. И в конце концов, вот сейчас меня снова приглашают в Малгобек, я надеюсь, что Владимир Владимирович приедет. И это совершит тот круг, который я пройду в своей жизни. Спасибо, извините. Владимир Этуш в юные годы добровольцем ушел на фронт. Его путь на войне прошел через Малгобек. Он был в числе тех, кто обратился с письмом к президенту Путину о присвоении городу почетного звания. Его рассказ очевидца и участника ожесточенных боев за каждый клочок земли славного города нашел отклик у президента России. Малгобек в моем сознании – это огромная гора, которая была испещрена снарядами и трупами. Советские войска не пустили немцев туда. И как раз произошла победа под Сталинградом, мы их не пустили, и туда тоже, и разбили там, и вот эта вся история с Паулюсом, фельдмаршалом, которого пленили. И они начали оттуда бежать, а мы их начали подгонять с Кавказа. К этому времени я был уже связан с ингушами, поскольку у нас была студия, и я ее дал, и я принимал участие в обучении этой студии. Это был ректором, я просто способствовал тому, чтобы мы приняли ингушей. Сейчас это театр в Ингушетии, поэтому я с ними связан. Я очень расположился к Зязикову. Мы провели некоторое время вместе, мы были вместе в Кремле, когда я тоже там говорил речь. И пригласил Путина поехать со мной в Малгобек. Когда закончился это самое, он подошел, значит, мы едем в Малгобек? Я сказал, я-то еду, а вы поедете со мной? Республика уже давно строит мирную жизнь, но только за последние годы объемы строительства жилья, к примеру, на душу населения стали превышать московские. Такой небывалый за всю историю показатель не остался незамеченным в правительстве Москвы. Хорошо, что вот в такое трудное время, а время сейчас очень трудное для республики, во главе ее стоит вот такая личность. Он подвижник, он практически, взвалив на себя эту должность, когда мог просто спокойненько, пользуясь своим
ранее достигнутым авторитетом жить, как говорится, и ни во что не лезть, и быть в полной безопасности. Таких людей, их единицы. Но они определяют свой народ. Строят в республике быстро и много. Дома и школы, мечети и храмы. Уважает при этом право каждого на жизнь светскую и духовную. Ну, посмотрите, какая красота. Мечеть построена в 911 году. Это одно из самых красивейших культовых сооружений. Еще мой прадед туда ходил, в эту мечеть. А рядом, посмотрите, современная строится, современная школа. Конечно, мне как президенту нельзя говорить о том, что вот именно село, где проживают мои родственники, самое красивое. У нас вообще Ингушетия – это самый красивый уголок в мире и самая красивая республика, самая красивая природа, самые добрые, трудолюбивые, очень отзывчивые люди. А еще очень талантливые. Их искусством аплодировали в разных городах России и Европы. А в этом году артисты из Ингушетии совершили настоящий прорыв, покорив сердца зрителей на лазурном побережье Франции. Город мировых звезд и самого престижного кинофестиваля рукоплескал и детям, и взрослым, которые показали здесь свое неповторимое мастерство. Впрочем, когда речь заходит об ингушских танцах, то слова бессильны. Это надо видеть. После триумфа в Каннах юных артистов из Ингушетии приглашает Москва. Они словно сошли со страниц столичного журнала, который писал об их успехе. И потому участвуют в финале престижного международного конкурса «Обложка года». Дорогие друзья, лауреат международных конкурсов, детский хореографический ансамбль танца «Зори Ингушетии», Республики Ингушетия. Этот год официально объявлен годом ребенка. И мы хотим отметить обложку издания «Столичный стиль», на которой представлен не просто ребенок, а представитель республики, между прочим, которая занимает первое место по рождаемости в нашей стране. По-моему, очень здорово, что у самой молодой республики Российской Федерации Ингушетия, которая только что отметила свое 15-летие, вот такое молодое, симпатичное и прекрасное лицо. Вот посмотрите, и на обложке, и вот эти вот лица молодые, посмотрите у ребят. Кстати, здесь в ансамбле самому молодому, по-моему, 5 лет, а самому старшему 15. Вы посмотрите, какие талантливые, какие креативные, какие очаровательные, какие прекрасные вообще ребята. И я думаю, что вот посмотрев вот их выступление, вы уже составили себе какое-то впечатление о том, что из себя представляет Республика Ингушетия. Мы хотели, чтобы вы познакомились с ней поближе, всем жителям Ингушетии. Мира, стабильности, благополучия и процветания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Если перевести на русский язык, этот национальный музыкальный инструмент называется деревянная гармонь. И связана с ним одна вайнахская притча. Когда шли большие сражения, и когда решалась судьба народов, и когда вроде как бы все уже было решено, то есть состоялись большие сражения, и в тот момент, когда неприятель пришел на тот или иной участок, оттуда услышали вот, игру на этом инструменте. И неприятель отступил, сказав, что если хоть один человек остался, который умеет играть на этом инструменте, этот народ невозможно победить. Как невозможно навязать ему и свою волю извне. Так совсем недавно США объявили Республику Ингушетия стратегически важным для Америки регионом и провели на эту тему семинар. При этом его организаторы из Джеймстаунского фонда никого не только из самой Ингушетии, но даже из России не пригласили, а дали слово сепаратистам, выступающим против территориальной целостности российского государства. МИД России выразил протест по этому поводу правительству США. Видимо, путь, который выбрала сегодня республика, устраивает далеко не всех. Но попытки дестабилизировать ситуацию приводят к обратному результату. Ни паники, ни революционной ситуации, о которой так любит говорить оппозиция, в Ингушетии не наблюдается. На улицах до позднего вечера народ, а на последний сеанс в кинотеатры билеты все проданы.
А так, полностью освещенной, выглядит теперь магистраль, что ведет в столицу республики, город Магас. Вот это у нас и нету, потому что мы заказали, да? В каких-то двух сомневалась. Поведение людей после всех известных событий, как лакмусовая бумажка, определяет истинный настрой жителей республики. Преподавателя Ингушского университета Валентину Долову переехать в Ингушетию уговорил муж, ингуш по национальности. В Кемеровской области остались дочь и 2 внучки. Эту квартиру Доловым купила республика в рамках программы помощи переселенцам. Ну, как долго решали? Ну, наверное, год думали. Все взвешивали, потому что там у нас сибиряча. Дочь старше замужем, 2 внуков. Вот так вот. Ну и теперь они придут в гости, потому что они ждали, когда мы получим квартиру. Были коллеги по работе, которые отговаривали, но тем не менее, я не знаю. А что говорили? Ну, говорили, чтобы поехали, посмотрели, а потом уже переезжали основательно. Ну, а мы так посоветовались дома, решили, что смотреть это... Ехать так уже ехать, тем более нам уже был ответ от президента, что какой вы хотели бы, в каком районе жить. Собрали документы и вот получили квартиру. Пока Валентина Долова и ее супруг на работе, у нее дома хозяйничают родители. Вместе с отцом они приехали к дочери. Теперь вся семья в сборе. Старикам тоже понравилось на новом месте, решили остаться. Дочь приехала в отпуск, посмотрела, говорит: мам, ну поедемте, там так хорошо, вам даже понравится. Ну а что мы, старики, не работаем сейчас, все. Ну приехали, действительно понравилось. Ну, нам здесь нравится. Самое главное, погода хорошая. Мне и соседи нравятся хорошие, действительно. И придут, и попроведают. И выйдешь на улицу, кричит: ну выйдите, посидите, Мариночка, да отдохните вы на свежем воздухе. Честное слово. Вот мы жили там сколь... Это даже как-то вот, ну не так. А здесь какие-то вот они такие вот добрые, хорошие. То придет конфеты принесет, то она придет что-нибудь еще принесет. И все, ну как здоровье? Как вы здесь чувствуете? Да нормально мы себя чувствуем, нормально. По данным Агентства национальных новостей, безопаснее всего в России в Южном федеральном округе и республиках Северного Кавказа, включая Ингушетию. Статистика вещь упрямая. Среднее количество совершаемых здесь преступлений на каждые 10 тысяч жителей гораздо меньше, чем в любом другом регионе. С тем, что опасность сильно преувеличена, согласны даже обычно совсем не согласные правозащитники. Я здесь проживаю на территории Ингушетии уже 10 лет, и, в принципе, не думаю, что моя жизнь как бы подвергается какому-то риску в последнее время. В принципе, просто можно, мы говорим, обозначилось какое-то противостояние между представителями федеральных сил и структур и так называемым вооруженным подпольем. Так называемое вооруженное подполье – это боевики, которых вытеснили с территории Чечни. Чтобы отрабатывать деньги зарубежных спонсоров, они время от времени проводят устрашающие акции. Нападение на представителей властей – все это их рук дело, уверены следователи. Работают они, естественно, не за какую-то идею. Это однозначно. Работают они, безусловно, за деньги, поскольку это и прослеживается по ряду уголовных дел. Ну и вот в отношении там ряда преступлений, которые были совершены, которые даже в настоящее время не нами расследуются, а по Южному федеральному округу, имеется сведения о том, что непосредственно за совершение преступления проплачивалась определенная сумма в денежном выражении. У них есть даже определенные ставки на тот или иной заказ. В папке у Антонины Хасиевой, которая курирует программу переселения русских в Ингушетию, более 140 заявлений от желающих вернуться. Да, и рассказывают, почему они вернулись. Потому что, естественно, здесь как-то у нас больше внимания со стороны правительства, со стороны президента, со стороны администрации к русскоязычному населению. Более теплые отношения со стороны местного населения к ним же. Есть и возможность где-то более подработать. Портнихи в свадебном ателье едва успевают выполнять заказы. Дорогие ткани, бисер, кружева, красота глаз не оторвешь. На каждое платье уходят от недели до месяца работы. За границей по телефону мерки передают, через интернет проходят. Все бывает. Еще один факт.
После строительства этого суперсовременного роддома Ингушетия вырвалась в лидеры по количеству новорожденных. Мы очень рады, что наконец-таки у нас появилось новое здание, хорошие условия, что даже завтра выписываться не хочется. И еще недавно острые проблемы с безработицей отступают сегодня. Совместно с корейцами запущен завод по производству усилителей телесигнала. На будущий год здесь начнут собирать телевизоры. Для меня большая удача, потому что меня устраивают условия, те, которые созданы на этой работе, в том числе заработная плата. Факты говорят сами за себя. Жизнь входит в нормальное русло. Тогда кому выгодно нагнетать в республике обстановку? Кому-то не хочется, чтобы наша республика развивалась. Вот кому выгодно, вот я даже не понимаю кому. Может быть, кому-то неспокойно в душе, что здесь все нормально, хорошо идет. Вот кому, это непонятно кому. Потому что республика сама по себе дружелюбная. Такая программа, что и нигде такой программы нет. Встречают здесь нас нормально. Вот я поэтому понять не могу, понимаете? Для меня, вот, как и для многих, нас это тоже непонятно. Скорее всего, это связано с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в республике не только здесь, но и на территории всего Северного Кавказа, включая Дагестан, Чеченскую республику, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию. Сейчас даже есть данные, вроде бы даже и Адыгея тоже может быть охвачен таким огнем. Кому это выгодно? Во всяком случае, это не ингушам, которые здесь проживают. Только не им. Ингушетия из своей истории, она видела очень многое. Она знает, что такое депортация, она знает, что такое экстремальная ситуация. Ингуши больше не хотят выживать, ингуши хотят жить нормальной жизнью. Вот есть определенные силы, они есть и в стране, и за рубежом, которые сегодня Ингушетию хотят выбрать площадкой для решения своих проблем, там, скажем, против власти России, против региона нашего, Северокавказского. И вот попытка, мы уже знаем, что эти попытки, там, чем они кончились в Чеченской республике, мы знаем то, что всегда это, за этим стоит вот, как бы, не очень хороший практически потом итог. И ингушам, многонациональному народу Ингушетии, вот такая ситуация, такой ход, такой миропорядок, такая идеология, она не для нас. Республика сегодня – это политическая стабильность, экономический динамизм и инвестиционная привлекательность. Кто бы, что бы, где бы, как бы ни планировал, другого у нас в республике не будет. Полезная вещь сейчас, с учетом того, что в цифре начинает двигаться. Если мы сейчас это не сделаем, то это сделают за нас. Ну, абсолютно. Мы тогда просто будем покупать ресиверы в других странах. А эти приставки у нас могут потребоваться, наверное, там, в количестве до 50 миллионов штук. Это огромный рынок. По сути, нужно вот такие предприятия строить в каждой федерации. Строим, и вообще не хватает инструментов, не строительных материалов. Вообще свой предприятие это покроет подробности, это покроет полностью все потребности республики. Это вот завод переработки древесины. Да, как переработка древесины. Предприятие USB, мы знаем, 200 тысяч. Сколько инвестиций? Всего 30 миллиардов. Большие. Зязиков занимает жесткую позицию, а это многих не устраивает. Мне мой дед говорил, если в селе все тобой довольны, ты должен задуматься, насколько ты настоящий мужик. Так не бывает, что все тебя, как бы, тебя уважали, все тебя любили. И еще, выше всего он ценит свою независимость, чтобы быть свободным в принятии решений. Вот чем отличается президент Ингушетии? Вот меня никто, кроме Всевышнего и народа моего, никуда не двигал и никуда не избирал. Поэтому я свободен в принятии решений. А это очень кому-то не нравится. А мне нравится то, что нравится моему народу. Моему народу нравится. Кнут и пряник, конечно, метод воспитания примитивный, но иногда бывает весьма эффективным. Тот, кто будет обижать ингушский народ, женщин, детей, тот, у кого появится желание, значит, там где-то что-то реставрировать, привнести здесь что-то плохое, и у кого появится желание, чтобы вот как бы сделать так, чтобы здесь этой республики Ингушетии не существовало,
чтобы ее там как бы куда-то упразднили и там еще что-то такое, чтобы здесь была какая-то зона нестабильности. Вот для них он заготовлен. Кавказ дело очень тонкое. И надо научиться играть на струнах этого тонкого дела так, чтобы не сделать плохо тем, кто там столько лет живет, не нарушить традиции. И в такой молодой республике, как Ингушетия, которая исполнилась только 15 лет, нужно настроить ее на новый демократический этап развития. Много было проблем, но много было и побед. И мне бы очень хотелось, чтобы в вашей республике наступил мир и спокойствие, чтобы туда вернулись русские семьи, программы, которой вы сейчас занимаетесь, чтобы она обрела еще большее доверие. И я знаю, что генералам всегда все было по плечу. И очень хочу, чтобы вы не забывали, что вы еще военный, что та дисциплина, которая всегда дисциплинировала вас, дисциплинировала вашу команду и всех тех, кто будет настроен на тот результат, который вы перед собой поставили как глава этого региона. Доброго здоровья, настоящих друзей, доверия, надежды, веры и любви. Качества лидера у Зязикова были, кажется, всегда. Лидера неформального, который в любую минуту был готов помочь и словом, и делом. Вот я была старостой группы, а он у нас был, ну, формальный лидер, да, вот так вот. А неформальным лидером был все-таки он. И вот что я имею в виду? То есть лидер в том смысле, что мы всегда могли в любое время подойти к нему, посоветоваться. Он как-то вот чувствовалась в нем такая вот какая-то внутренняя, непоказная сила духа. Был как старшим братом нашим. Хотя был он, может быть, даже и вот, например, чуть младше меня. Девчонки все влюблены, наверное, в него были. Ой, ну знаете, когда он приехал с Гаваны, ну там вообще, конечно, были влюблены, и что мы его ревновали даже немножко так. Знаете, вот были поклонницы у него, и как бы не только в университете, но и вся республика, как говорится, была в него влюблена. Он же очень был красивый парень. Я помню его по комсомольской работе, он был всегда лидером. И я почему-то всегда думала, этот человек станет обязательно государственным человеком. И вот, наверное, все это сбылось. Видимо, все-таки есть у каждого человека своя судьба. И вот ему судьба подарила вот это вот большое дело, большую политику он вошел. И как политик он сейчас известен, сразу стал известен и на Северном Кавказе, и в России. Что вот мне лично импонирует в Мураде Магомедовиче, это его чуткое отношение к людям. Воспоминания возвращают в прошлое, к самым памятным событиям. Так еще в студенческие годы на международном фестивале молодежи и студентов в Гаване Мурат Зязиков был делегатом от Ингушетии. Там, кстати, познакомился со многими известными людьми, в том числе и с Иосифом Кобзоном. Потом написал книгу о своих впечатлениях. И, конечно, Зязиков далеко не случайный человек, который появился в этой республике. Могу сказать одно. Очень тяжело руководить этим народом. Очень тяжело. Потому что каждый ингуш – это характер. Каждый ингуш – это тейп, это родственные связи, это биография и так далее. Поэтому очень сложно быть руководителем этого народа и представлять его. Поэтому я желаю 50-летию хороший возраст, хороший. Я бы с удовольствием в этот возраст вернулся, но мне гораздо больше, я уже перешел в категорию аксакалов. Я могу пожелать моему молодому коллеге, другу, товарищу счастья, успехов, мужества, стойкости. А самое главное, пожелать ингушскому народу благополучия и процветания. Он достоин этого. Видимо, так и распорядилась судьба или Бог, чтобы у вас в 50 лет начался такой очень серьезный, славный и очень такой позитивный и созидательный период в вашей жизни. Я поздравляю вас от всей души с вашим замечательным юбилеем. И хочу, чтобы следующие 50 лет вы прожили в таком бы состоянии души, в
таком бы ритме, чтобы вас ничего никогда не угнетало, чтобы вам никто не мешал делать хорошие дела, чтобы у вас было побольше врагов, потому что это стимулирует на хорошие дела. И вы, конечно, будете и счастливы этим, и горды. И я хочу пожелать вам, чтобы вся семья вами всегда гордилась и всегда дожидалась вас домой. Красивым, вот таким веселым, живым, невредимым, смелым, волевым, настоящим мужчиной. Я знал Мурата Зязикова, когда у него была семья из 3 человек. Я знал, когда у него была семья из 4 человек. Это всегда такой был любящий отец, семьянин, добропорядочный. А сейчас у Мурата Зязикова, у моего друга, семья из более чем 400 тысяч человек, граждан, населяющих Республику Ингушетия. И мне хотелось бы пожелать, чтобы у Мурата Магомедовича хватило сил, здоровья, энергии, чтобы жизнь этих людей, которые рядом с ним, была прекрасна. Качество настоящего мужчины Зязиков проявлял не раз, за что и был награжден 2 орденами мужества. Но дорогого стоило, когда собственный сын назвал отца героем после того случая в Астраханском цирке, с которого мы начали этот фильм. Завершим незаконченный рассказ. Что же тогда произошло? Был выходной день, и сыновья меня просто попросили, мы с семьей, там, с супругой, мы пошли в цирк. И как раз вот представление было с медведями, и, значит, вышло 2 медведя, и когда выходил второй, значит, он обратил внимание на дрессировщицу, она, оказывается, как потом выяснилось, стояла как бы вот у выхода, и на ней было вот какое-то особое там одеяние, перья, в общем, разукрашена она была, какая-то такая экзотическая, наверное, форма. Открывается занавес, и появляются животные. 2 здоровых животных. Проход узенький. На ней буа. И в этот момент сквозняком поднимается буа, и доли секунды медведь лапой валит ее на пол, вот на вот это место, и садится на нее. А рядом как раз вот сидели дети с Астраханского детского дома. И, конечно, была ситуация экстремальная. И ничего не могут сделать ни дрессировщики, ни ассистенты, ничего. Считанные секунды. И в этот момент появляется из зрительного зала с 1-го сектора человек. Очень быстро, молниеносно. Вот увидев эту ситуацию, перескочил через этот барьер. Ну, на ходу успел, там, патрон в патронник. Ну, а был такой период у нас, что вот как бы всем было указание такое, оружие носить при себе. Произвел несколько выстрелов, ну, может быть, не так, как Дубровский, в ухо, но в эти секунды медведь отпускает артистку. Мы таким образом сумели этого медведя оттянуть. Все кругом бегали, открыть эти двери, выпустить этих детей, потому что и не знали, как второй медведь поведет себя в этой ситуации. Я спокойно взял детей, взял семью, точнее, и вышел, и ушел. Прошел год, человек жив, и вдруг я узнаю, что рядом с нами оказался человек скромный, смелый, уверенный. Это генерал Мурат Зязиков. Когда мы вышли с цирка, один из сыновей говорит: вот, пап, ты поступил как настоящий мужчина, как герой настоящий. А я об этом не думал. Я вспомнил, что это штабельное оружие, что за него, наверное, надо будет отвечать. Я потом подумал, как же я буду за патроны отвечать потом. Ну, в смысле, отчитываться за патроны. У этой истории счастливый конец. И женщина, и дети были спасены. Говорят, что медведь снова появился в жизни президента Ингушетии не случайно. Только теперь в виде символа Единой России. Партии, которую Зязиков возглавил в своей республике и которая показала в Ингушетии один из самых высоких результатов на прошедших выборах. Но это уже другая история. Великий драматург и сценарист Александр Володин, когда-то он написал, что правда почему-то потом торжествует, почему-то торжествует, почему-то потом, почему-то торжествует правда, правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она почему-то нужна, хотя бы потом, почему-то потом.
но почему-то обязательно. Вот ваша правда, она вечная. 5, 15, 50. 5 лет президентству Мурата Зязикова, 15 Республике Ингушетия, 50 самому руководителю региона. 3 знаменательные даты вместил в себя 2007 год, ставший новым рубежом отсчета времени для президента Ингушетии и его команды.